Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Кто вам перемывает кости? Кто что за вашей спиной о вас говорит? И если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Если не боитесь узнать правду, загадайте на себя, так и спросите, кто перемывает мне кости, кто что говорит за моей спиной. Я думаю, что все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а вы, кстати, очень интересная личность, очень интересная. Вы тут будоражите умы конкретных граждан. Их, кстати, немало, очень немало. О вас говорят все и везде. Я не знаю, как вы к этому отнесетесь, как вы с этим будете жить дальше, но это так и есть. О вас говорят ваши родственники, о вас говорят ваши дети, о вас говорят ваши соседи, ваши коллеги, люди, которые даже случайным образом с вами контактируют, потом о вас говорят, вспоминают и говорят. Разговоры здесь вышли разные. По большей части разговоры хорошие. Хорошие в таком, знаете, в такой интонации, восхитительной интонации. То есть вами по большей части люди восхищаются, вам удивляются, на вас равняются, вас ставят в пример и с вас берут пример. Но есть в вашем окружении и очень негативные личности, очень негативные. Здесь вот я вижу пару таких персонажей. Сейчас я вам о них расскажу. Возможно, вы их узнаете и, возможно, примете меры, да, к тому, чтобы эти персонажи, помалкивали, да, по крайней мере, чтобы помалкивали и вас не трогали. Вот здесь вышла женщина. Женщина, у нее вот волосы, копна волос просто на голове. Либо они очень неухоженные, либо они действительно какие-то длинные, густые, может быть, даже вьются, как копна у нее на голове. Женщина среднего возраста. Женщина, я так понимаю, что она считает вас своей соперницей. Может быть, вы о ней не знаете, да? Так пару раз видели. Но она почему-то считает, что вы ее соперница. В любви, в работе, может быть, в каком-то деле. Вот она просто, аж синеет, да, когда о вас думает, синеет, чернеет и губу закусывает, когда кто-то о вас говорит, либо вы мимо проходите. У нее страшнейшая зависть в ваш адрес. Вот именно к вам идет. Считает, что из-за вас, то есть вы ей как помеха, кость в горле, да, что из-за вас она чего-то там недополучила, чего-то там лишается, какие-то вот прям у нее моральные потери идут из-за вас. То есть мешаете, вы этой женщине мешаете. Эта женщина пока на сегодняшний день либо какие-то сплетни может распускать о вас, там небылицы всякие сочинять, либо просто, знаете, как молча ненавидеть. Да. К сожалению, прям очень сильный прям сгусток негатива от этой женщины чувствуется. Хорошо, что вы не в близком контакте, хорошо, что нет у нее возможности, скажем так, конкретно там навредить. То есть вот эти все ее потуги, весь этот ее негатив, ваш адрес, он к вам совершенно либо не прилипает, либо вы на это не обращаете внимания, не заморачиваетесь. Да, что-то кто-то там говорит, может быть, какие-то гадости вы о себе слышали, но вы просто вдалеке от этого находитесь и говорите, дурачки болтают, что мне на каждого дурачка намордник одевать, да, рот затыкать. Нет, вы в стороне стоите, к вам не прилипает. То, что она
посылает на вас негатив. Но вы знаете, вы человек под защитой, я это вижу. Вы под защитой, и под защитой особенно те, кто вас любит. Вас любят ваши близкие, вас любят ваши друзья, ваши родственники. Любят по-настоящему, желают вам добра. И эта любовь, она делает такой защитный шар, который невозможно просто так пробить. Вот этот негатив, который она посылает, он просто не долетает. Кстати, он в ней, вот знаете, как токсически разлагается, он же ее травит. Ей становится все хуже и хуже, все больше каких-то неприятностей у нее в жизни, она не понимает откуда. Вот. Сама себя вот этим негативом она отравит. Вот. А вы на нее внимания не обращали и не обращайте дальше. Вот, она вам не страшна. Да, как бы неприятно это знать, неприятно, что какая-то дурочка в ваш адрес негативит. А что вы сделаете? Что можно? Ей ничего не докажешь, с ней невозможно говорить, это абсолютно бесполезно. Человек сам себя накрутил, сам себе проблему придумал, и сам же от этой проблемы в будущем пострадает. Туда ей и дорога. Так, есть вот смотрите, у кого-то человек... это либо родственник, либо человек, который постоянно твердит, кричит, что он ваш друг, что вот прям вы там друзья навек, сестры, братья, что ты что, я же для тебя, а ты для меня. Такой человечек, да. Либо, кстати, кичится родственными связями, что мы же родственники, как же так? Мы должны быть вместе, мы должны друг другу помогать и все прочее. Человек либо у вас подворовывает, либо человек, скажем так, совершает действия, которые вам вредят. Это, конечно, мелочь, ничего глобального, страшного я не вижу, но это неприятно. Кто-то, кстати, ловил этого человека на горячем. Человек вот прям ерзал, выкручивался, было видно, что привирает. Вы либо простили, либо, знаете, как рукой махнули. Такие вещи прощать нельзя. Человек сделал раз, человек сделает два, и это может быть просто до бесконечности. В какой-то момент человек может обнаглеть, сесть вам туда вот на шею, да, и еще вами помыкать. Поэтому, мои хорошие, я думаю, что у кого эта ситуация есть, вы поняли, о ком я говорю. Здесь нужно конкретно ставить вопрос ребром, и с этим человечком нужно прощаться, да? Либо ограничивать общение, ограничивать эти связи. Это вредитель, пусть и мелкий, но тем не менее. А такое поощрять ни в коем случае нельзя. Так, идем дальше. Здесь вышел мужчина, который, говорит о вас плохое. Мужчина, скорее всего, вы как-то неудачно с ним расстались, да, возможно, вы были в отношениях, но вы расстались. И он о вас, вот каждому встречному, поперечному рассказывает, какая же вы стерва, какая же вы плохая, как вы его юзали направо и налево, сколько он на вас денег потратил, и вообще с вами связываться нельзя. То есть он о вас говорит вот именно такое. Говорит от обиды. Понимаете, он на вас обижен. Я так понимаю, что он ждал, что вы будете у него в ногах кататься, просить, чтобы он от вас не уходил, да, либо чтобы он вернулся, а вы его просто на 3 буквы послали. А возможно, вы его даже и выгнали. Вот, он этого просить не может, смириться с этим не может, поэтому ходит и о вас гадости рассказывает. Ему верит какая-то женщина, либо женщины. Возможно, они его родственницы, может, мама ему верит, сестра верит, бабушка, тетя, не знаю, может быть, бывшая ему верит, либо женщина, которая сейчас рядом с ним трется. Вот. А все остальные, они его знают, и тем более, нормальный, адекватный, порядочный мужчина никогда не будет о своей женщине, даже если она и бывшая, говорить глупости и гадости. Вот. Он сам себе репутацию портит. Так. Это, конечно, неприятно, но это не смертельно. С этим можно жить. Тем более, если его особо никто не слушает. Так, на работе. На работе какой-то человек, не могу сказать, мужчина или женщина, возможно, даже это ваш начальник, либо старший в вашем, например, отделе.
начальнику высшему, скорее всего, о вас тоже какие-то небылицы сочиняет. То есть, может быть, жалуются на вас, что вы там ленивый сотрудник, что вы что-то делаете неправильно. То есть, получается, все свои косяки может списывать на вас. Либо человек боится, что вы его подсидите, то есть займете это высокое место, ну, место старшего, либо там начальника отдела, да, пытается вас всячески дискредитировать, чтобы вам, ну, ход наверх был заблокирован, да, чтобы начальство к вам относилось с опасением, с подозрением и даже и не помышляло вас повышать. Вот так идет. Ну, на это повлиять, в принципе, невозможно. Вы же не пойдете, да, через голову доказывать, что вы хороший сотрудник. Нет, конечно. Вот. Но время все расставит на свои места. Все расставит на свои места. И я так понимаю, что здесь вот даже какая-то высшая справедливость мешается, когда вот этому лжецу, да, лжецу, аферисту, либо аферистке за какие-то другие деяния прилетит. И знаете, как получится? Вы останетесь, а этот человек уйдет. Так идет. Тут, видите, над этим человеком филин крылья расставил. То есть есть рыльце в пушку, есть какие-то грехи за этим человеком, серьезные грехи. И эта информация пойдет. Вы сами будете шокированы, насколько этот человек, ну, либо ворюга, либо действительно, ну, вот какие-то гадости делал, может быть, там секреты фирмы продавал, да, ну, что-то прям грандиозное случится. Этого человека прям, знаете, под зад коленом и с таким шумом, вот все об этом будут говорить. Поэтому, мои хорошие, просто подождите. Так, еще у кого подруга блондиночка? Блондиночка, женщина, красится в блонд. Подружка ваша, подружка, такая хохотушка, личка кругленькая. Да, и сама она такая, знаете, вечно то на диетах, то обжирается, то на диетах сидит. Она очень говорливая персона. Не потому, что она сплетница, не потому, что у нее какой-то злой умысел. Но бывают такие люди, которые любят поговорить. Да? Ну, язык чешется. Вот надо мне поговорить, не могу. Я не могу. Если я 5 минут молчу, все, у меня рвет на части. Вот. Она говорит кому-то о вас. Вернее, она с кем-то делится вашими секретами. То есть вы делитесь с ней, она тут же, знаете, с вашей там квартиры, допустим, выбегает, бежит в соседнюю и там начинает рассказывать. Блондиночка. Вы либо тогда ей особых каких-то секретов не рассказывайте, но просто ничего нельзя с этим делать. Ну, такой вот она человек, она не может молчать. Поэтому ограничьте ее в информации, либо общайтесь на какие-то нейтральные темы. Да, о себе, про себя поменьше рассказывайте. Так, теперь давайте поговорим про хорошее. Хорошего, конечно, гораздо больше, и это вас характеризует замечательным человеком. Человеком достойным и уважения, и любви. И вот, знаете, на вас равняться надо. По крайней мере, вот люди, которые о вас говорят, они говорят именно это. Именно это. Вас действительно ставят в пример. Пример, у кого-то мужчина своей жене ставит в пример, говорит, посмотри на нее. Она и работает, и красивая, ухоженная, доме, как у нее хорошо, и вкусно пахнет, и все чистое, и все такое прям аккуратненько, стильно, да, какую-то свою жену вот прям морально убивает этим примером. А она ведь, знаете, она смотрит на него, с одной стороны зла, да, что вот как ты там другой женщиной восхищаешься, а с другой стороны понимает, что он прав, что да, надо быть как вы. Это, кстати, может быть сосед, это может быть, кстати, и ваш, например, брат, либо, ну, допустим, да, может быть, там кум, там, даже свекра, может быть, девочки, у кого-то даже свекр этим балуется. Но вот мужчина вас хорошо знает, часто у вас бывает, и он своей жене вас постоянно ставит в пример. Так, родители, ваши родители, ну, у кого родители живы, у кого родители рядом, либо далеко, это не важно. Я вижу, что у вас, может быть, не всегда есть общий язык с вашими родителями, но ваши родители, вот прям всем, кого они знают, они всегда вами хвастаются, говорят, вот у нас такая там дочь, либо сын, ой, как мы гордимся, какой прекрасный человек вырос.
там, всего добился, там, несгибаемый, сильная личность, да, все на себе тащит, да, вот восхитительно о вас говорят. Так, а еще, ну, ваш ближайший круг, это ваши коллеги, ваши друзья, там, соседи, все, конечно, чуть ли не молятся на вас, а кто-то даже действительно молится. Вы такой человечек светлый, добрый, безотказный, вы никогда мимо не пройдете, вы всегда поможете, вы последним поделитесь. И люди ведь видят это все, ощущают, понимают. Вот прям, знаете, какое-то ощущение тепла и надежности рядом с вами. Кстати, вот вы скоро удивитесь, но в вашем окружении близкие вам люди за вас заступаются очень часто. Заступаются, вот знаете, пытаются уберечь вас от каких-то неприятностей, либо неприятных людей. Они знают, как вам тяжело, они знают, как вы не просто, да, живете, там, чего-то добиваетесь, может быть, там семейная обстановка у вас не очень. Они это все знают. Поэтому они стараются вам помогать. Вот потихонечку, за вашей спиной, не привлекая особого внимания, в каких-то вещах, в каких-то делах заступаются, помогают, либо отвоевывают ваше право на то или иное. Так, кто у меня в паре в браке? Ваш мужчина, может быть, вас и критикует, может быть, вы там не всегда можете договориться, но тем не менее он о вас говорит только положительное, только лишь положительное. Жаловаться на вас никогда не жалуется, ни близким, ни, может быть, там дальним, ни друзьям, ни трезвый, ни пьяный, никогда не жалуется, только лишь положительное говорит, всегда в какой-то восхитительной форме. Всегда, поверьте, нету такого, чтобы он там вас критиковал, либо там как-то сожалел, либо, не знаю, там какие-то подробности вашей интимной жизни передавал. Этого нет, наоборот. Если он где-то что-то кушает, он всегда говорит, а вот моя женщина готовит гораздо вкуснее, да, либо я ем только от моей женщины. Если мы говорим там о какой-то красоте женской, там мужики сидят, там обсуждают какую-то женщину, он всегда говорит, вот, а у моей все намного сочнее, красивее и фигуристей. Его, кстати, дурачком считают. Все думают, а как это ты подкаблучником, смеются над ним. А он все равно говорит только лишь о вас. Вот так вот, мои хорошие. Любят, вас люди любят и уважают. А это очень важно, очень важно. Вас и высшие силы любят. Несмотря на то, что вам непросто, но любят. Вот поверьте, вы достойнейший человек, вы достойнейший. Ваше время, оно обязательно придет. Ведь те испытания, которые вы сейчас переживаете, те неурядицы, которые происходят, там крупные, мелкие, неважно, это же все не случайно. Это все не случайно. Поверьте, придет время, когда ваша жизнь, она будет просто идеальной. Вокруг вас будут замечательные люди, которые говорят о вас только хорошее, и вы будете счастливы. Вы будете счастливы. А вот этих всех негодяев, паразитов, их и высшие, и жизнь накажет. Так что не переживайте. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.